вязка симки, да? А мне тут в гараже оказалась такая нитка, и она пойдет. Это капроновая нить. Для подшива валенков, то все. Достаточно, наверное, такой длины. Вот вязка симки. Вот так вот подтягиваем. Ну, взял такой нахлёст, так называемый, да. 3 нитки протянем, да и хватит, наверное. Все равно это расходно, если волк попадется. Этих ниток не останется. Ну, некоторые любят эти вязать. Эти медные проволоки с катушек. Но эти бывают, да, перетираются, когда на санях-то. Бывает, да, где-то, наверное, получше будут. Мне кажется, это, когда хорошо привяжешь, вот эта капроновая нитка, она чуть-чуть срабатывает. Любят эти медную проволоку. Вот так, например, да, находишь. Тут уже смотрим, нормально стоит все. Ну, Андрей, как его там веревку для этого привязал. Для страховки. За руку. Но тут ничего необычного нету. Вот так вот просто затягиваешь. Видно, да? И вот капканы, вот почему вот так вот обтачивать начал, говорите, да? Сперва я не знал, ну какая есть, такую и поставил, да? Такие вещи. Тут как-то, сколько, 5 волков было. Капканы выставили. Из них 4 наступило, а однако капкан не сработал. И 3 влетело. И давай за ними носиться, ё-моё. Вот буквально на 10-11 день, наверное, вот эта вот самочка была не крупная. Перетер капкан, только нашел. Там где-то в области. Ну, тут лапа, короче, вся осталась. Почти. Середина этой локтевая, как она там. Середину схватила. Кость, видать, перерубила, сразу сломала. На толстых жилах держалась. Сел и перетерла. Гонялся я за ним. А зарище. Март был, по-моему. Март в ночи. Я в конце даже гонялся. Вот так и он и ушел от меня. Да ушла, то есть. На таком хорошем открытом месте. Тут-то, я думаю, тебя увижу. Кого там? Она, кажется, уже капкан скинула. Ну, от меня рванула. И уже начала, видать, это, пока я не дошел. Из последних сил биться. И все. Да, в принципе, это отрезать. Зажигалочкой хорошо. Пережигаешь. Нитка она тут прилипает. Узел держит. И ушел. И ушла, короче. Вот такой вот. Приехал. Избушка этого была, Давыдова, Валерки Давыдова избушка была. Туда приезжаю, у него там журналов этих. Военные журналы. Здесь. Такой весь вымотанный приехал, настроения нету. Что-то печка хорошо, там то все. Потом смотрю эти журналы. Достал один журнал и начал
смотреть. Короче, взял в руки, открыл, и там сразу интервью Гурия. Берия Гурия. Берия, короче, Солданского района. Нет. Он этим был экстрасенсом, он интервью дает. Интервью. И его интервью там было записано. И он там прямо, короче, про мою проблему было написано. Вот взял журнал, открыл, и сразу я читать начал, сколько-то прочитал. Чик, наткнулся. Вот, говорит, капканы, говорит, раньше вот так вот тряпкой даже обматывали. Но тряпка, это запах же держать будет так же. А потом, говорит, я, говорит, начал капканы, которые заводские, короче, вот так вот обрабатывать. Обрабатывать он начал, и после этого, говорит, ни одного волка не выпускал, говорит. Гурий. Вот это вот вычитал, и давай. Уже все, ну, почти все капканы так и делаю. Иногда бывает и так ставлю, конечно. Но стараюсь уже вот так вот кладку сделать. Тогда он уже это лучше держится. Морозом может с капканом даже замерзнуть на этом капкане. Такой вот случай подсказала старик. И все. Вот он. Так вот семечки. Это достаточно. У волка лапа большая же. Не ставишь, конечно, чтобы вот, ну, под след, если ставишь, чтобы в эту сторону наступал. Обычно вот эти капканы надо смотреть. Вот здесь вот, чтобы не зажимал. Иногда такие попадаются, видать, заклепку сильно сожмут. Все. Он уже там зажимает. Не зарабатывает. Три капкана готовы. Хотел бы я эту четвертую. Ну ладно. Доберусь я до тебя. Или, блин, на не, на эту тарелку делать лучше. Это стоит и тарелкой сделать. Даже может ниточку навязать. Сделать. Кусочек-то у меня остался. Электрода. Что еще хотел показать? Вон он. Подшипник. Это подшипник с этого, с ведущего вала. С ведущего вала снегохода Ямаха. Что-то он у меня клинил, когда это было. Года 13-4 назад. А по запасе-то подшипников не было. Сейчас бы уже догадался, с катка какого-нибудь сдернул бы и поставил бы. А там этот подшипник, да? И что делать? Блин, как быть? Ничего не подходит. Ну, внутренняя сторона, как у 205-го, а наружная, как у 200 этого 4-го. И это что-то в руках таскаю такую и думаю, лихорадочно так думаю, и что-то поворачиваю, выронил из рук. А он так вот на пол вот так вот падает прямо. На пол прямо так упал. И рядом смотрю, вот этот бурадовская пружина, вот этот. Вот такая вот отломанная лежит. Рядышком упала. Я ее взял, вот так вот примерил. Пик. А подшипник рассыпавшийся же есть. Взял, короче, этот подшипник сюда померил. Вот сюда померил, как раз такого размера. Але думаю, я понял, все понял, что делать надо. Взял, да только вот так вот отрезал. Пилкой, короче, по железу. Отрезал, маленько нагрел, выправил. Этого крученый сюда подвел и туда его взял-то. Дык, забил. А потом это. И, по-моему, километров 700 я на нем проехала. Сколько раз? 2 раза снимала, смажу, обратно поставлю. Поскакал. Там по 120, по 130 километров в день я проезжал. И ничего, выдержала, потом выехал. Подшипника заказал, привезли. Поставил. Тогда ты не знала, можно было ее
просто с этого сдернуть, с катка какого-нибудь вытащить, поставить. Без одного нет. Катка-то можно же есть. Сколько-то. Вот, выручила. Вот ее я искал как раз, чем бы эти капканы отремонтировать. Нашелся. Такие вот случается. Ведь захочешь, не так раскорячишься, да? Попался волк в петлю. Попался волк в петлю. Так-то вроде здоровый. Видишь как? Вот так вот хорошо летом ставить. Надо густой. Здоровый гад, вот петлю. Там тоже петля стояла. Сбили ее, что ли? Прибегали, обратно убегали. Прибегали, обратно убегали. Так-то, в принципе, спокойно отнеслись, да? Так, ну, в этой стороне еще петлю добавить надо будет, да? Хотя бы здесь вот где-то. Вот еще подойдет. Я по лишней тропинке прямо хожу. Это вроде если этот самец лидирующий, да? Если это доминантный самец, то они тут еще будут болтаться. Неделя у меня еще есть. Что тут недолго? 8-9 километров прискочить. Смотрите-ка. Да? Самое разумное, еще как-нибудь отстегнуть его. Ты еще сидишь, натяжку дал хорошую. Бился нормально. Орал, поди как этот. Тут поставить надо. Петлю добавлю. Сейчас унесу, утащу его. И петлю добавлю. Здоровый гад, а. Блин. А вот этот сколько? Метров 7-8. Собака увязалась, гадина. Вот как капкан не влетит, я уже капкана поснимал. Петли только оставил. Капкан сейчас все равно примораживается. Ладно. Вот и способ привязки дерева. Ну, тоже та же тунгусская завязка, только накрепкая. И деревце-то не очень же толстое, да? Ну, он за счет других рядом, которые на них постоянно наворачивался. Петлю даже не грыз. Что у меня тут? Ну, не определить, а? Слишком резалось. Ну, вот по месту взяло как раз под этим. Под челюстью. Если за основание шеи, он долго просидит. Волчара. Красивый гад, а? Редко с таким мехом. Так, это что добавил? Пускай стоят. Еще через неделю подскочу. Может, мелкие подойдут.
когда тут был-то? Ну, недавно. Там-то поверху у меня тоже петли понатыканы. Может, еще влетели. Посмотрим. Их тут 4 было. Это явно доминантный самец. Где-то мельче были, чем это. Конечно, такой, блин. Хоть кого задавит оленя, тем более. Где захотит, там и порвет. Вот морда какая, смотри. Здоровый гад. Первые 5, наверное, больших, да? Которых я ловил. Кое-как вытащил. Прыгает еще. Ладно. Дура моя куда подевалась? Нора Ивановна. Здоровый гад, ага. Отогревал в гараже, да? То вытащил на улицу, на солнышко маленькое отогреется. Через часик начну обтирать, наверное. Там под шеей маленькая замерзшая. А дальше греть в гараже смысла нет. Да, там отдерем. Тоже как оленя отдеру. Трубкой вряд ли получится. Замороженный же. А, ну вот. Петля. Вот. Тунгусская завязка, я ее называю, узел. Вот схватил и не отпустил. Он где-то вот. Да, вот. Здесь переломила ее. Вот так вот она. Вот так вот она ухватила. И все. Ну и самое главное, вот по месту как раз. Это вот засюда взяло, за основание шеи бабы. Это он бы еще живой сидел. Ну а тут под челюстью как раз прихватило. Недолго-то он бился. И говорю, работает. Камлоки, уголки, конечно, они хороши, да, когда работают. А этот тоже работает, так что, ребята, и так ставьте, и эдак ставьте. Главное, чтобы отдел. И это вот петля-то, длина петли не очень, где-то 2 метра будет, нет? Да меньше 2 метров. Но это специально для того, чтобы там в густом лесу ставить, эти прыги ставить. Короткие такие делаются. Ага. Ой. Там этот самка-то вдвоем. Да 4 они задавили этого. Потом вдвоем только приходили. Ну, буквально за 4-5 дней до меня приходили. И этот явно доминантный самец. Мало таких у меня попало. Ну, штук 5. Штук 5, наверное, со всех волков такие попадались. Тяжелые, а килограмм под 60-то есть точно. Тяжелый гад. 60. Ну, 60 будет. Кое-как сыном подняли вот так вот. Это матка, наверное, вернется, да? Там петлю одну сбила. Одна вроде от ветра упала. Она тоже мимо проходила. От ветра, видать, упала. Там-то маленькая была. Должна была идти. Если придет еще раз, летит. Она через эти спокойно так проходит. Не скумекала, видать, что петля это опасно. На этого-то посмотрела, как он бился. Не, это после этого она там проходила. Сбила петлю там подальше. Метров 500. На пределах километра еще одну петлю сбила. Уже уходила, следы это были. Так что
если придет, должна одеть. Ладно, придется этого обдирать. Да, такого вести-то. Такого вести в такую погоду, в такую даль. Здесь обдеру. Тем более талая. Не съемашь. Весна уже, апрель. Вот какую чудовый гад. Жирные, а? Ох. Ага, крутила. Хрена он жирный. Ну вот, самки диких оленей в это время беременны перед тем, как родить, бывают такие. Такой же весь белый снаружи. Ну, на петле недолго сидел. Специально надрез сделал. Кровь на голове не застоялась. И сразу вот здесь даже видно, где хватало. Вот отсюда за трахею взял. Вот. Все уж. Какое жиркуют, ага. Это с той дахской стороны, а? В мою сторону, 4 их. Я думаю, неведомо друзей ходит. На оленях и отъедается. Сколько тут по осени кабарги бывает. Придут и всю зиму жируют. Видишь, какие. Надеюсь, там в Султанском тоже попались, которые также на лошадях жировали. Жеребят из нутра матери вытаскивали, из нутра кобыли вытаскивали. Надеюсь, и на них обрушилась кара. Да, удивительно жирный. Ну да, килограмм точно 60. Кое-как вытащил. Вчера щеповики. Далеко утащить надо было на лыжу. Спину сорвал, блин. Ничего, оклемаюсь. Вот. Еще один день на исходе.